В Камске нетрезвый молодой человек разбил комплекс видеофиксации нарушений, установленный на проспекте Строителей, и напал на человека, который его обслуживает. При этом сам момент погрома оборудования очевидцы сняли на мобильный телефон. Рамиль Шайдулин посмотрел эти съемки и вспомнил еще несколько подобных случаев. Свою нелюбовь к камере фиксации скорости молодой нетрезвый человек выражал, никого не стесняясь. Некоторые очевидцы процесс погрома оборудования снимали на мобильные телефоны. К слову, мужчина, снимавший происходящее позднее, встал на защиту пожилого охранника, когда нетрезвый молодой человек стал набрасываться на него с кулаками. Все произошло у дома номер 32 на проспекте Строителей. Дорога здесь оживленная, рядом несколько учебных заведений, поэтому скорость здесь контролируют часто. К тому же данный участок считается аварийно опасным. Камеры фото-видеофиксации устанавливаются на аварийных участках дороги для безопасного дорожного движения. Взять, к примеру, автодорогу Соболякова. Как только на данном участке дороги демонтировали камеры, граждане начали превышать скоростной режим, вследствие чего увеличились факты ДТП. К слову, это не первый подобный случай в Нижнекамске. В марте житель города закрыл камеру, тоже установленную на проспекте Строителей, листом бумаги. Чуть позже что-то похожее произошло на Химиков. Тогда на нее надели пакет. Эти камеры ставят для того, чтобы водители соблюдали скоростной режим. Только для этого и все. Соблюдай скоростной режим, и ничего тебе не будет, никаких штрафов. Ну, если камера стоит, можно или обжаловать, или еще что-то, но и ходить ломать, это, по-моему, варварство. Вот и все. Теперь полицейские занимаются поисками молодого человека, разгромившего комплекс видеофиксации нарушений.